Армысыздар, құрметті достар, көрермендер. Былтырдан бері мен өз Instagram парақшамда шай үстіндегі әңгімелер атты тікелей эфирлер рубрикасын жүргіземін. Былтыр ол тікелей эфир форматында болған, ал осы жылдан бастап біз студиялық форматта осыны жүргізетін боламыз. Осындай тікелей эфирлер тіл жанашырларына және де мемлекеттік тілді үйренуге ынтасын білдіріп жүрген азаматтарға арналған. Осындай азаматтарды тікелей эфирлерге шақырып, біз әртүрлі сұрақтарды талқылаймыз. Және де бүгін біздің қонағымыз Нұраш Әлімжан. Өзі 8 қырлы, 1 сырлы, активист, ерікті. Қош келдіңіз, Әлімжан. Өзіңізді таныстырсаңыз. Есімім Әлімжан. Мне 22 года. Являюсь активистом города Астана. Также являюсь председателем Лиги волонтеров города Астана, филиала города Астана. Помимо волонтерской деятельности я занимаюсь также организацией различных мероприятий, такие как концерты, ивенты, мероприятия для детей и так далее. Қанша тіл білесіз? Екі тіл білемін. Русский и казахский язык. Бала кезіңізде отбасыңызбен қай тілде сөйледіңіз? Бала кезімде мен екі тілде сөйлестім. Өйткені әжем қазақша біледі, мамам орысша біледі. И мне приходилось разговаривать и на том языке. Ал бүгінгі жастар қай тілде көбінесе сөйлейді? Бүгінгі жастар екі тілде сөйлейді. Ол орысша, қазақша. Сіздің пікіріңізше, жаңа бір тілді үйреніп алу қиын ба, оңай ма? Ну, это зависит от самого человека. Если человек захочет знать несколько языков, то, соответственно, он будет учить несколько языков. И мне кажется, это не составит никакого труда при его желании. Он может выучить это за неделю, за один день, за час. Это все зависит от его желания. Ынтасы бар болса, если есть желание, стремление, талпыныс бар болса, да. Ну да, конечно. И еще, мне кажется, если есть спрос, да, если есть требования, кто-то, например, учит, потому что на работе нужно, кому-то нужно куда-то поехать в командировку и учат для этого новый язык. Ага. Енді біздің елімізде бүгінгі таңда 30 жыл бойы бұл мәселені талқылап жүрміз, мемлекеттік тіл мәселесі. Ол туралы сіздің ойыңыз? Айтайын, казахский язык на данный момент очень важен в нашей стране, потому что куда ни пойдешь, везде спрашивают, знаешь ли ты казахский язык. Помимо этого, знаешь ты английский язык. Но при этом не надо забывать то, что казахский язык везде нужно знать, потому что в любом обществе, когда приходишь на работу, у тебя спрашивают, сколько языков ты знаешь. И один из важных языков это казахский язык, так как мы живем в Казахстане, и, соответственно, ты должен знать казахский язык. Да, я с вами согласна. И из-за того, что ввиду того, что у нас проживает очень много разных этносов, да, язык межнационального общения, межэтнического общения это русский, но в госорганах, да, где-то в учреждениях все-таки необходимо знать работникам казахский язык, государственный язык, потому что могут приходить клиенты, могут приходить люди, которые хотят получить ту или иную услугу именно на государственном языке. Ал енді өзіңіз ассамблея жастары ұйымына белсенді қатысып жүрсіз, ол туралы айтсаңыз. Как вы туда пришли, почему вам это нравится, нравится ли, чем занимаетесь там? Если сказать кратко о моей деятельности, то я начал заниматься этим 4 года назад. Меня заинтересовало то, что ты можешь развиваться в сфере общественной деятельности, то есть развивать себя как личность, и помимо этого ты показываешь себя как лицо, и тебя запоминают. И я понял то, что это мое дело, мое хобби, и я начал заниматься этим. Уже 5 лет, как занимаюсь волонтерской деятельностью, и в ассамблею пришел вот недавно, буквально месяц назад, и думаю, тоже будет интересно очень. И... Знаете, я думаю, что Әлімжан здесь яркий пример селф-брендинга. Если хочешь себя создавать, да, если хочешь быть ярким, начинай уже с себя, с каждого своего действия, с каждого своего шага. И вот занимаясь волонтерской деятельностью, организацией разных ивентов, я знаю, насколько это энергозатратно, насколько нужно быть
разносторонним, погруженным в тот или иной проект, когда ты его ведешь, когда ты его организовываешь, сколько разных нюансов нужно учитывать. Вот как это все успевать? С чего начинается ваш день, Алижан? Во Ну, сколько вы встаете? ну, мой день начинается по-разному. Когда есть какие-либо мероприятия, у меня день начинается с 7, с 8. Когда нету никаких мероприятий, нету никаких дел, я просыпаюсь иногда в 11-12. Но это бывает очень редко. Мгм. То есть, когда есть мероприятие, пораньше встаете, да? Когда мероприятия нет, можно выспаться и отдохнуть. Да. Мгм. Ну да, действительно. То есть такой плавающий немножко график. Хорошо. Такой вопрос. Насколько важно владеть психологией при общении с людьми, когда организовываете мероприятия, когда вот находитесь в компании разных людей, да, то есть это всегда ответственное дело, любой ивент организовать. Мне кажется, вот как-то вы мне говорили, что очень увлекаетесь также психологией, Да. да? Насколько это важно в вашей жизни, какую-то роль играет? Ну, если смотреть со стороны человека, с которым ты общаешься, то, мне кажется, при общении с любым человеком ты должен знать его, во-первых, как с ним общаться, к нему найти подход. Поэтому к любому человеку, как к личности, ты должен подойти так, чтобы найти с ним общий язык. И, допустим, также при организации каких-либо концертов, когда я отбираю людей на сам концерт, чтобы они там работали, я смотрю на их психологию, как они смогут общаться с людьми и вообще смогут ли они работать на этом проекте. То есть, ну да, вести любую коммуникацию, Да. это тоже навык, Да, это тоже искусство, конечно. В наше-то время. да. И вести переписку в наше время, это тоже Ну да. искусство, да, соблюдая этикет, все правила. Да. Я әрине кітап оқимын. Ол негізі кітапты қай салада оқисыз? Ол экономика саласында ма, әлде Психология саласында. психология бойынша? Психология. Соңғы оқыған кітабыңыз не туралы болды? Қандай кітап болған? Адам психологиясы. Өйткені на данный момент больше сейчас надо затрагивать тему психологии человека, нежели экономическая психология и так далее. Потому что когда ты работаешь с человеком, ты должен понимать, как с ним разговаривать, как к нему подойти, чтобы заинтересовать его теми или иными вещами. Да, и к тому же у каждого человека свой темперамент, да, Да. свой характер. Да. То есть найти подход. Чтобы к нему подойти, ты должен, соответственно, знать, с Мгм. чего начинать. Мгм. Как думаете, вот сегодняшняя молодежь чем в основном увлекается и вообще увлекается ли молодежь психологией? И нужно ли молодым людям, школьникам понимать психологию для того, чтобы в будущем строить коммуникации, заниматься какой-либо деятельностью? Ну, думаю, совсем детям это не стоит знать, так как они еще не понимают саму жизнь, то есть они не осознают то, что они делают. То есть они ходят на учебу, приходят с учебы, делают уроки, обратно на учебу. Поэтому им пока что не особо надо знать психологию. Также, когда человек взрослеет, он понимает то, что ему что-то не хватает именно в сфере общения, в сфере там, общества. И тогда он уже начинает изучать психологию, чтобы правильно понимать, как подойти к тому или иному человеку или обществу. Отличается ли ваш лайфстайл, ваш образ жизни сейчас от того, которым вы жили в школьное время? Ну, честно скажу, да. Потому что в школьное время я также был активистом, но не так уж сильно увлекался этой волонтерской деятельностью, потому что я не знал и не понимал всю суть. Когда приходил домой, мне родители или родственники говорили, зачем ты этим занимаешься, типа, для чего тебе это? Но я понимал свою цель, и я решил ее добиться. И на данный момент, как я уже говорил, я являюсь руководителем столичного филиала Лиги волонтеров. И тем самым я показал то, что если есть цель и если есть желание, ты можешь добиться этой цели. Потому что без цельного и без
человека без желания не существует. У каждого есть свое желание, у каждого есть своя цель. Просто не все люди это раскрывают, да, в себе и понимают, чего они действительно хотят от жизни. Да. Такой вопрос, Алимжан. Неге волонтерлік саласын таңдадыңыз? Почему вы ушли в волонтерство? Почему в организацию ивентов? Чем вас это привлекло? Ну, И с каких лет начали этим заниматься? я начал заниматься это с 2019 года. Мой первый проект это был в ботаническом саду, я помню, когда мы организовывали новогоднюю елку для детей с особыми потребностями. Меня это очень сильно удивило. Я начал спрашивать, интересоваться, как можно попасть в те или иные организации. И попал в одну организацию, которая сейчас я являюсь председателем, то есть это Лига волонтеров. Я начинал с обычного активиста, когда меня отправляли на различные проекты, то есть можно было сходить на субботники и на этот. И мне было это интересно. Кто-то говорит, что мне это не интересно, я не хочу, но когда ты понимаешь всю суть работы, сам это делаешь, тебе становится интереснее, ты хочешь делать это. Считаете ли вы, что вот на сегодняшний день не все представители молодежи, то есть не вся молодежь заинтересована тем, чтобы заниматься волонтерской деятельностью? Потому что мы живем в веке капитализма, и молодежь сейчас больше ориентирована на то, как заработать деньги, как увеличить свой заработок, потому что все, чего бы мы ни коснулись, да, все стоит денег. Даже элементарно телефон, по которому коммуницировать, да, с которым ходить и реализовать себя, даже элементарно в социальных сетях, он тоже стоит денег. Как привлекать людей заниматься этой деятельностью, которой вы сейчас занимаетесь? Ну, вот как я говорил ранее, у человека должно быть желание. Если у него будет желание заниматься тем или иными вещами, тогда он сам придет к этому делу. Если у человека нет желания, он хочет сидеть дома, как говорится, деградировать, то, соответственно, он будет лежать дома и ни к чему не стремиться. То есть это человек, у которого вообще нет перспективы на жизнь. Чтобы человек развивался, ему надо читать книги, это во-первых. Во-вторых, заходить в общество, разговаривать с людьми. Также работать в коллективе, уметь оценивать человека со стороны психологии, то есть как к нему подойти, что сделать. И поэтому как-то... Ну, как я и говорил ранее, это психология. Конкретная книга какая-нибудь есть? Конкретная книга. Автор, может быть. Конкретной книги как таковой нету, потому что я читаю разную психологию. И именно в сфере психологии меня заинтересовало то, что ты можешь узнать, как подойти к человеку, что можно сделать. Дейла Карнеги читали? Да. Я тоже его книги любила в школе. Да, вот именно это меня задело, чтобы исправить, как говорится, чтобы исправить мир, ты должен начать с себя. Я начал с себя и понял то, что если ты развиваешься сам, то почему не развиваться другие? И начал заниматься волонтерской деятельностью, чтобы сказать людям, что нужно сделать добро, и оно к тебе вернется. То есть лучше на своем примере это показывать, да? Думаете, нет смысла на массу людей это распространять и кого-то звать в наши ряды, тех людей, которые этим не заинтересованы, не горят желанием как-то вносить свой вклад, как-то выделять свое время? Нет, прежде всего, вот когда тебе говорят, тебе это не надо, но ты знаешь, что ты этого хочешь и горишь желанием. Поэтому ты начинаешь себя, ты начинаешь в себе искать свои интересы. Если тебе это нравится, ты этим занимаешься, ты идешь дальше. И потом, когда человек видит твои результаты, соответственно, он приходит за тобой. И за тем человеком приходит еще 10 человек. Поэтому это надо показывать на деле. А то, что мы зовем людей просто так, они не придут. Ты должен показывать это действиями. В своем примере. Да. Алимжан, считаете ли вы себя self-made лидером? Да. Честно скажу, я не могу ответить на этот вопрос точно, но я понимаю,
то, что каждый человек может считать себя лидером. Каждый человек лидер своей жизни, как говорится. Но при этом, когда говорят то, что каждый человек лидер своей жизни, понимают, как это, что это. Мгм. Человек лидер своей жизни тот, кто стремится к чему-то, Мгм. а тот, кто дома лежит, тот не Не сдвинется дальше. смысла. Ага. Бүгінгі жас буынға беретін үш кеңесіңіз. Это развиваться, во-первых, читать книги и учить психологию человека. Потому что на данное время, когда ты работаешь с человеком, ты должен понимать, как к нему подойти, Мгм. что ему сказать. Сканировать, да, Да, сразу? полностью. Вот, допустим, когда ты приходишь к человеку, ты должен его отсканировать и сразу понимать, с этим человеком я буду так-то разговаривать. С этим человеком я не буду разговаривать, потому что я знаю то, что какой у него будет ответ. Мгм. Вот. Да, действительно. Спасибо большое за очень интересную беседу. Я думаю, что ребятам, в том числе и представителям молодежи, представителям ассамблеи жастары, активистам этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана, будет интересно посмотреть этот выпуск, потому что вы, как яркий представитель, волонтера, активиста, руководителя организации, на своем примере доказываете, что можно быть действительно разносторонним, можно каждый день стремиться к новым знаниям, изучать этот мир, изучать психологию, как коммуницировать с людьми, как налаживать диалог, да, с представителями разных этнических групп, с разной возрастной категорией людей. И я думаю, что такие подобные встречи мы еще не раз проведем. И я думаю, что у вас на вашем жизненном пути будет еще очень много интересных событий. Я желаю вам только успеха, развиваться, не останавливаться и продолжать мотивировать молодежь и всех заинтересованных в волонтерской деятельности, в общественной жизни людей развиваться, мотивировать их развиваться и не стоять на одном месте. Сұхбатыңызға көп рахмет. Кездескенше сау болыңыз. Сау болыңыз.